А те продукты, которые все же удалось завезти в Россию, решили найти казаки. В Санкт-Петербурге они провели рейд против импортных санкционных продуктов в гипермаркете «Ашан». Среди участников рейда был российский шоумен, певец Стас Борецкий. Он демонстративно перед камерами зубами разрывал банки импортного пива. Казаки же собрали корзину импортных товаров и стали требовать у администрации сертификаты на качество. Однако найти товары, попавшие под российские санкции, им так и не удалось. А потому что они меня назначили министром культуры, понимаете, казачьего общества. Вот. И как бы попросили. А я как бы с ними солидарен в этом плане. В плане импортозамещения. Импортное пиво вот стоит на самом видном месте. Можно, если сделаю такую штуку, смотрите? Просите убрать уборщицу. Я сейчас дам 100 рублей, вы ей передадите. Хоть как не надо. Любой труд должен быть оплачен. Мы оплатим это, тоже переживайте. 50 рублей нормально. Нет, спасибо. Сейчас придет уборщица. Мелочи нет просто. Написано все по-русски. Но явно не русское производство, я чувствую. Они что сейчас делают? Они все пишут по-русски. Но товар-то остается импортным. Понимаете, вот в этом вся фишка. И посмотрите, сколько оно стоит. Это нормально вообще? За бутылку подсолнечного масла такой ценник. Тем более это масло ни о чем. Оно даже не оливковое, понимаете? Это не пойми что. Это все испанское, понимаете? А какое отношение мы имеем к Испании, понимаете? Если там, допустим, они что нам? Они нам сделали безвизовый въезд в Испанию, чтобы мы могли отдохнуть. У нас на состоянии холодной войны с Евросоюзом. Почему нам Европа делает неприятности, старается сделать неприятности, а мы должны кормить Европу, покупая их товары? Почему? У нас своих производителей хватает.